Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко о главных темах дня. В Абхазском госуниверситете состоялось вручение красных дипломов выпускникам вуза. Мероприятие посетил президент страны Аслан Бжания. Абхазские спасатели вернулись из ЛНР. Вместе с луганскими коллегами они восстанавливали разрушенные объекты, а также участвовали в разминировании территории. В этом году исполнилось бы 100 лет профессору кафедры истории стран Ближнего и Среднего Востока Института стран Азии и Африки при МГУ Фериде Ацамба. В Тамбове, городе побратиме Сухума, пишут иконы с образами святых Абхазии и Тамбова. На иконе будут изображены 12 апостолов и 12 голубей, несущих в клюве весточку для будущего поколения. 28 июня в Абхазию с рабочим визитом прибыла делегация Минэкономразвития России во главе с заместителем министра Дмитрием Вольвачем. Российские коллеги приступили к плановому осмотру инфраструктурных объектов, восстанавливаемых на средства инвестиционной программы, в том числе полигон бытовых отходов в селе Кацикат Гулрыбского района. Также российская делегация посетила подстанцию Алахадзе и международный аэропорт Сухум. В правительстве состоялось совещание по вопросам социально-экономического сотрудничества между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. Абхазскую сторону представлял премьер-министр Александр Анкваб и члены Кабинета министров, руководители профильных ведомств. Российскую делегацию возглавлял заместитель министра экономразвития России Дмитрий Вольвач. Вице-премьер, министр финансов Владимир Делба проинформировал об оказании в 2022 году финансовой помощи на цели социально-экономического развития Абхазии, в том числе по вопросам подписания протокола к соглашению о повышении уровня заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы, о ходе реализации плана мероприятий по устранению нарушений, выявленных федеральным казначейством в 2019-2021 годах. Вице-премьер-министр экономики Кристина Озган представила информацию о ходе реализации мероприятий текущей инвестпрограммы, а также о подготовке этой же программы на 2023-2025 годы. Кроме того, Кристина Озган и Владимир Делба доложили о результатах освоения в 2022 году средств финансовой помощи по поддержке отрасли экономики в размере 200 миллионов рублей. Александр Анкваб и Дмитрий Вольвач отметили важность более оперативного прохождения процедур согласования, поскольку сроки напрямую влияют на формирование окончательной стоимости предполагаемых работ. При этом стороны подтвердили взаимный настрой на продолжение тесного взаимодействия по всем вопросам. Ряд объектов, которые восстанавливаются, создаются, строятся в рамках инвестиционных программ прошлых периодов. Мы с нашими коллегами абхазскими уже планируем пакеты проектов и предложения в программу нового инвестиционного цикла. А программа уже подготовлена, согласована. Я думаю, в ближайшее время будет подписано соглашение. Это на 2022-2025 годы. Мы постоянно обсуждаем не только когда мы сюда приезжаем, но мы постоянно находимся на связи с коллегами из правительства Республики Абхазия. Такие чувствительные вопросы, которые действительно касаются экономики, социальной сферы, это и повышение уровня заработных плат, в первую очередь, бюджетной сферы, доведение до уровня бюджетной сферы и средней зарплаты по республике. Для этого есть отдельные механизмы, отдельные источники. Есть вопросы, связанные, безусловно, с волатильностью цен на нефтепродукты. И этот вопрос находится у нас в стадии решения. Мы очень много внимания этому уделяем. И я надеюсь, какие-то взаимоприемлемые решения будут найдены. Это и, безусловно, вопрос запуска в самое ближайшее время таких серьезных якорных инвестиционных проектов, которые позволят очень серьезно модернизировать основные отрасли экономики республики, привести сюда серьезные, в первую очередь, российские инвестиции. Безусловно, мы рассчитываем на то, что эти инвестиции будут надлежащим образом в правовой сфере защищены. И здесь мы над этим тоже работаем с нашими коллегами и слышим, и видим результаты, которые эта работа дает и в правительстве, и в парламенте республики. В первую очередь мы сейчас обсуждали развитие санаторно-курортного кластера в республике. Мы можем сейчас говорить о
наверное, возможности восстановления авиасообщения через аэропорт. Я думаю, что на сегодняшний день у нас есть предпосылки для того, чтобы этот проект, ну, скажем так, перевести в стадию практической реализации. Безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы расширить пропускную способность основного пункта пропуска. Для этого тоже есть и ресурсы, и технические, и организационные решения, которые, я уверен, будут реализованы в ближайшее время. И я считаю, что это все в целом послужит действительно формированию максимально близкого, гармоничного, комфортного и бизнес-пространства, и правового пространства между нашими соседними и воистину братскими странами. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития подписать от имени Российской Федерации соглашение с Республикой Абхазия о содействии реализации государственной программы социально-экономического развития республики на 2022-2025 годы, сообщает ТАСС. Соглашение предусматривает повышение заработной платы основных категорий работников государственных учреждений Абхазии в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан. Документ согласован с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработан с абхазской стороной. Прокуратура Гудаутского района возбудила уголовное дело по факту убийства жителя села Ачандар Джения Романа Яковлевича, сообщается на сайте Генпрокуратуры. Согласно собранной информации, преступление было совершено 28 июня по месту жительства убитого. Неизвестный из огнестрельного оружия произвел не менее 4 выстрелов в потерпевшего, после чего тело Джения было перемещено и закопано на приусадебном участке. Сотрудники следственных органов произвели осмотр места происшествия, изъяли следы преступления. МВД даны поручения об установлении мотивов и лица, причастного к совершению данного преступления. Продолжаем выпуск. В Абхазском государственном университете состоялось вручение дипломов выпускникам вуза. В этом году АГУ выпустил 556 специалистов, из которых 49 окончили университет с красными дипломами. Мероприятие посетил президент Аслан Бжания. Все подробности в репортаже Рады Чачава. Со сцены актового зала Абхазского государственного университета звучат теплые слова многочисленных поздравлений. Открывая торжественное мероприятие, ректор университета Олег Огварамия поздравил студентов с завершением ответственного жизненного этапа, пожелав успехов во всех начинаниях и, конечно же, новых свершений и побед молодым специалистам. Помимо слов напутствия и поздравлений, ректор университета поделился уже свершившимися победами, которыми воистину стоит гордиться. Наши ребята участвовали в различных международных мероприятиях, и показали себя очень хорошо. Как пример назову то, что наши ребята-экономисты в этом году взяли первое место на международной студенческой олимпиаде, посвященной истории экономической теории. С окончанием университета выпускников поздравил президент республики Аслан Бжания. Глава государства пожелал им успехов и выразил благодарность руководству университета и профессорско-преподавательскому составу за неоценимый труд. Дорогие выпускники, желаю вам идти вперед навстречу своей мечте. Верьте в себя и продолжайте открывать новые горизонты. У каждого из вас свой уникальный путь. Впереди у вас у всех много побед и достижений. Убежден, что знания, которые вы получили в стенах Абхазского университета, будут надежным фундаментом вашей профессиональной деятельности. Хотел бы выразить благодарность ректору АГУ Олегу Алексеевичу Огварамия и профессорско-преподавательскому составу за труд, важность и значимость которого невозможно переоценить. Аслан Бжания отметил, что каждый выпускник, завершивший обучение с красным дипломом, может рассчитывать на всестороннюю поддержку государства в вопросах трудоустройства. Мы все понимаем, что развитие государства невозможно без качественного образования. Задача государства также состоит в том, чтобы у молодых людей были возможности реализации своего потенциала, самореализации в тех профессиях, которые они выбрали. Пользуясь случаем, хотел бы предложить вам следующее. Все, кто окончил
наш университет на красный диплом, имеют право непосредственно ко мне обратиться по поводу вашего трудоустройства. Я этот процесс буду контролировать, и через какое-то время мы подведем итоги. Мы нуждаемся в квалифицированных специалистах во всех отраслях. Сегодняшний день ознаменован для студентов окончанием важного этапа жизни. Нет момента трогательнее и одновременно волнительнее. Выпускники полны эмоций, планов и мечтаний о будущем. Они готовы добиваться новых вершин на благо страны и общества. На данный момент я поступила еще на магистратуру в МГИМО и собираюсь продолжить свою учебу по направлению политологии. Хочу работать в сфере политики или же международных отношений, общественной деятельности. Сегодня, честно говоря, и радостно, и грустно. Радостно, потому что мы закончили университет, и это огромный этап нашей жизни, который уже позади. Грустно, потому что немножко сомневаешься, что будет дальше и что делать. На самом деле, это не так меня сильно страшит, потому что я уже работаю 3 года. Я преподаю английский язык и в родном городе Очамчира, и в городе Сухум. Естественно, я буду продолжать изучать языки. Это не только английский, но и немецкий. Но я думаю, что не обязательно работать в сфере политики или в сфере дипломатии для того, чтобы помочь своей стране, а это является одной из главных целей в моей жизни. Отличившиеся выпускники Абхазского университета получили дипломы из рук руководителей страны. Поздравили выпускников и вручили дипломы спикер парламента Лаша Ашуба, глава Россотрудничества Дмитрий Федотов, секретарь Совбеза и профессор АГУ Сергей Шамба, первый вице-премьер Беслан Джопуа, министры культуры и здравоохранения Дауркова и Эдуард Будба, который также отметил вклад некоторых студентов в борьбу с коронавирусной инфекцией. Огромную работу выполнили студенты Абхазского государственного университета во время борьбы с ковидом. Это их труд бесценен. И днем, и ночью волонтерили, находились в лабораториях и, несмотря на время, находились на рабочих местах, помогали нашим сотрудникам в лабораторной диагностике. Очень много труда ими было вложено в том, чтобы победить эту коварную болезнь. Увенчалось мероприятие праздничным концертом. Рада Чачава, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. В этом году исполнилось бы 100 лет профессору кафедры истории стран Ближнего и Среднего Востока Института стран Азии и Африки при МГУ Арабисту, автору множества книг и учебников Фериде Ацамба. Ее памяти посвящен наш следующий репортаж. Принципиальная и требовательная, одновременно добрая и родная. Так отзываются о Фериде Ацамба ее студенты. Открыв просторы интернета, можно увидеть десятки статей о женщине, у которой учились 4 поколения российских востоковедов. Ферида Мустафовна была профессором кафедры истории стран Ближнего и Среднего Востока Института стран Азии и Африки при МГУ. В одной из публикаций в социальных сетях было написано так. Как-то Ферида Мустафовна разговаривала с дворником, и кто-то спросил у нее, что у вас, профессора МГУ, может быть общего с этим человеком. На что она ответила: небо, под которым мы стоим, и воздух, которым мы дышим. Она всегда задавала высокую планку общения и профессионализма, честности и порядочности. Ферида Мустафовна происходила из старинного княжеского рода Ацамбовых, которые проживали в Абхазии. Однако трагическое изгнание значительной части Абхазии в XIX веке коснулись и ее семьи. Ацамбовцы оказались в Батуми. Там в 1922 году родилась и Ферида Ацамба. Она всегда была такой вот княжной абхазской. Она всегда держалась очень достойно. Она никогда не ходила как-то с погибелью. Она всегда держалась очень высоко, с высоко поднятой головой. Как говорит Апсуа, кошецкий лакун. Семену Цкуа посчастливилось познакомиться с Феридой Мустафовной в 2001 году. Тогда он учился в аспирантуре на кафедре истории Ближнего и Среднего Востока. А это была родная кафедра профессора Фериды Ацамба. Тогда она мне показалась достаточно такой суровой личностью, с характером. Но с течением времени я понял, что она была, насколько она была требовательна к окружающим, настолько же она была требовательна к себе.
Ученица знаменитого востоковеда Бенсуана Гранта и советского историка-арабиста Владимира Луцкого Ферида Ацемба в своей научно-педагогической работе объединяла поколение советских востоковедов-арабистов. Ее аспиранты и докторанты хорошо помнят, что это не только блестящая школа работы с источником и со словом, но и школа человеческого общения. Она одна из немногих, которая могла окатить ушатом холодной воды и одновременно замотивировать на работу так, что можно было свернуть горы, пишет историк Наима Нефляшева. Она не была выдающимся оратором и не стремилась соперничать с ними. Основной упор делала на свежесть материала и его достоверность, добавил Семен Цкуа. Это тот человек, который останется в летописи Московского университета имени Ломоносова. Ферида Мустафовна подготовила блестящую плеяду арабистов, востоковедов МГУ, которые по сегодняшний день работают в различных сферах, так или иначе связаны с арабистикой. Ферида Ацемба никогда не была на своей исторической родине, однако с теплотой и только на абхазском языке вспоминала о земле, где родились ее предки. Знаете, мне еще чем она запомнилась, тем, что, как мне кажется, впервые я услышал сацкий диалект абхазского языка, потому что мы с Феридой Мустафовной, как правило, общались на абхазском языке, когда были вдвоем. И это был такое нечто не похожее ни на абжуйский, ни на бзыбский диалект абхазского языка. Это было что-то среднее. Это, конечно, было очень интересно слушать такого человека, умудренного таким опытом, с такими познаниями. Она много рассказывала из истории своей семьи, то, как они оказались в Батуми. Это, конечно, было печально и трагично. Но при всем при этом они всегда оставались до конца верными Абхазии. Насколько я помню, Ферида Мустафовна часто рассказывала, что ее отец Мустафа очень дружил с секретарем Совнаркома Абхазии Нестором Аполлоновичем Лакоба. Они очень дружили, он часто сюда приезжал, и они с ним близко общались. В архиве абхазского телевидения есть отрывок телефонного разговора на абхазском языке Ирины Агарба и Фериды Ацемба от 2006 года в рамках передачи «Аргама». Ясуп. Да. سراو بس حبس ورا حراح مرجعي حراح مردران شجح يرتسم يوخشتون يوخشتون باسو زاد أبسوات سيقو سرا زيكيسكو بخو. Участница Великой Отечественной войны, блестящий ученый, посвятивший свою жизнь служению науки в стенах ИСА Московского университета Ферида Мустафовна ушла из жизни в 2016 году в возрасте 93 лет. Как отмечалось в одной публикации на просторах интернета, Ферида Ацемба до конца была предана коммунистической идее и считала советскую власть истинно народной. И искренне была благодарна ей за многое в своей судьбе. За то, что, как она говорила, девочка из абхазского села стала профессором МГУ. Сария Кварацхеля, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. Сирия объявила признание независимости и суверенитета Луганской и Донецкой народных республик. Об этом сообщает сирийское госагентство САНА со ссылкой на МИД республики. Сообщается, что в ближайшее время состоятся контакты с обеими сторонами, чтобы наметить пути сотрудничества, включая установление дипотношений в соответствии с установленными правилами. В течение 2 недель сотрудники МЧС Абхазии работали в ЛНР. Вместе с луганскими спасателями они восстанавливали разрушенные объекты, а также участвовали в разминировании территории. Делегация доставила местным жителям 10 тонн гуманитарного груза, основную часть которого составили продукты питания. О том, как прошла поездка, рассказали на пресс-конференции в спасательном ведомстве. Репортаж Эсма Гуланзе. 13 июня колонна МЧС Абхазии во главе с министром Львом Квициния направилась в Луганскую Народную Республику. В состав делегации вошли 15 спасателей, которые добровольно вызвались помочь донбасским коллегам. В течение 2 недель велись аварийно-спасательные работы на объектах, поврежденных в результате обстрелов. Наши спасатели работали в городах Стаханов и Рубежное, в поселке Красный Луч. Наша поездка в Луганскую Народную Республику была воспринята и оценено очень высоко и Российской Федерации, в первую очередь Луганской Народной Республики. Поездка была очень непростой. Там, где мы проводили определенную работу, там было небезопасно, потому что велись обстрелы.
Но при всем этом ребята делали все возможное. Я очень благодарен коллегам своим за определенную работу. И я думаю, в дальнейшем мы продолжаем сотрудничество и с Луганской Народной Республикой, и с Донецкой Народной Республикой. Будем смотреть по обстановке и в дальнейшем тоже будем выполнять такие же миссии, будем помогать. Если раньше МЧС Абхазии занималась доставкой гуманитарных грузов, на этот раз спасатели были задействованы и в разминировании территории. На объекты выезжали ежедневно с медицинской группой. Работы проводили совместно с луганскими саперами. Минных полей очень много. Вот едешь вдоль дороги, слева, справа, загорожено, знаки стоят, что заминировано. На минные поля, вот прям именно где минные поля, мы не выходили, мы занимались сбором вот этих боеприпасов, там, где может быть сельское хозяйство, там должны что-то чем-то заниматься. То есть склады заброшенные, сгоревшие здания, там обгорелые снаряды, да, боеприпасы, которые более представляют опасность, потому что неизвестно, что там с ними уже произошло после пожаров, после разрывов. Собирали, на полигон вывозили, и их специалист утилизировал. В команде абхазских спасателей были медики, которые помогали луганским и донецким специалистам в проведении сложнейших операций. Практически сутками оперировали. Не выходили из госпиталя, там при госпитале прямо жили и оказывали ту посильную помощь, которую мы должны. Минно-взрывные травмы вообще они отличаются от всех остальных травм. Это обширные, рваные, раздавленные, разможженные раны. Поэтому их характер и операций, они все были тяжелые, раненые, вплоть до ампутации конечностей. И с министром здравоохранения была встреча и с замом, и с главным врачом, и с главными специалистами. Они очень тепло восприняли наш приезд. Помимо вклада, который наши спасатели внесли в ликвидацию последствий военных действий, они оказали жителям ЛНР и гуманитарную помощь. Основную часть груза составили продукты питания – тушенка, крупы, подсолнечное масло и питьевая вода. Я не могу не сказать и не подчеркнуть отношение жителей Абхазии к тому, что происходит в Луганске. Настолько это было воспринято болезненно, настолько они откликнулись. Все это вот благодаря местным жителям, даже наши соотечественники, которые находятся в Москве, они присылали деньги, чтобы вот закупить необходимую эту продукцию, которую надо везти на помощь на Донбасс. Гуманитарную помощь доставили и абхазским добровольцам, защищающим Донбасс. В нынешнем году это уже третий гуманитарный конвой из Абхазии. С начала специальной военной операции на Украине наша республика оказывает жителям Донбасса посильную помощь. Эсма Голандзе, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Министр юстиции Анри Барцис и руководитель службы судебных исполнителей Минюста Зураб Барцис участвуют в 10-м юбилейном Петербургском международном юридическом форуме. Цель форума – продвижение идей модернизации права в условиях глобальных изменений, в том числе улучшение взаимодействия правовых систем и выработка единых подходов к решению правовых вопросов в современном мире. Министерство просвещения и языковой политики и Белгородский государственный технологический университет имени Шухова объявляют набор абитуриентов, желающих поступить в БГТУ. Желающие поступить должны явиться в Министерство просвещения и языковой политики для заполнения анкеты. Обучение проводится на бюджетной основе. Тестирование абитуриентов пройдет в Минпросе в четверг, 30 июня в 10 часов утра. Абхазский государственный университет объявляет прием документов от абитуриентов с 4 по 12 июля ежедневно с 10 до 16 часов. Дополнительную информацию можно получить в приемной комиссии АГУ по телефону 223 10 22 или на официальном сайте университета. Сухум и Тамбов с 2012 года являются городами-побратимами. За это время проведено немало совместных ярких мероприятий, одно из которых – экспозиция в Каманах, где выставлены иконы святых воинов. О выставке, дружбе и дальнейших планах двух городов в репортаже Кугуцы, Вардания. Сухум и Тамбов на протяжении многих лет связывают дружеские теплые отношения, а в 2012 году они стали городами-побратимами.
этого момента было организовано множество совместных мероприятий. Сухуми Тамбов активно взаимодействует в области культуры, спорта и образования. В Тамбове выставлялись наши художники, наши танцевальные группы. Тамбовский государственный университет имени Державина приглашает наших студентов, уже учатся наши студенты. В 2022 году к празднику Победы в Великой Отечественной войне в Абхазию на выставку в село Каманы делегация Тамбова привезла иконы святых воинов, перед которыми молятся о защите страны, церкви и народа. Всего на экспозиции было представлено более 40 образов. Все они написаны строго по канону на липовых досках, яичной темперой, сусальным золотом и только натуральными пигментами. Работы неоднократно выставлялись как в России, так и за рубежом. В Абхазии иконы впервые. Среди них можно увидеть образы Александра Невского, архиепископа Луки, воина Ясенецкого, Матери Божией. Их сопровождал Михаил Никольский, он иконописец Тамбова. И Безукладова Ирина Юрьевна, она возглавляет департамент международных дел. Вот очередная наша беседа, вот когда они здесь находились, объездили они все наши святые места, я их сопровождал все это время. Они были на самом деле удивлены не то, что и нашей природой, и нашими вот теми вот церквями, вот он же иконописец, он как-то это все по-своему воспринимает. Он говорит одновременно, что вот так, говорит, святые, говорит, в одной церкви такого, говорит, я нигде в мире не видел. Вдохновленному увиденным в нашей стране иконописцу Михаилу Никольскому пришла идея написать святых Абхазии и святых Тамбова в одной иконе. Для написания образов Тамбов попросили прислать абхазскую доску из липы. По словам Роланда Гамгия, на иконе будут изображены 12 апостолов и 12 голубей. Согласно задумке, каждая птица будет нести в клюве весточку – письмо для будущего поколения. Какие святые будут на иконе? Симон Канонит, Андрей Первозванный. Как будто сценарий кто-то нам написал, оно само по себе так все произошло. Вот 15 лет назад, вот сейчас с одного на другого перехожу, мы попросили по просьбе моих друзей, мной лично, селекционер есть такой Саша Крикалов, он занимается выведением голубей разных пород и так далее. И он 15 лет занимается, вывел новую породу голубей, то есть она будет абхазской породы, этот голубь. И таких голубей в мире нету, в мире нигде. Их всего лишь на сегодняшний день 20 штук селекционер. Он занимался, это не маленькая такая работа, это не однодневная, не одного года. Он 15 лет занимался, скрещивал голубей, крови там менял и так далее. И получилось 20 штук этих голубей. Мы их привезем именно к 30-летию Дня Победы. Икона в тот момент уже в Абхазию заедет к 30-летию Дня Победы. В данный момент икона пишется. Всего напишут 2 образа. Один будет передан в Абхазию, другой будет храниться в Тамбове. Для городов-побратимов это очень важное и масштабное событие. Гугут Савардания, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. Со 2 по 6 июля в Сухуми пройдет 11-й международный турнир по баскетболу среди мужских команд «Кубок памяти Сергея Васильевича Багапши», сообщает Госкомспорт Абхазии. Наряду с абхазскими баскетболистами в турнире примут участие сборные команды из Донецкой Народной Республики, Волгоградской области, Краснодарского края, Карачаево-Черкесской республики, Ростовской области. Впервые в турнире примет участие команда из Санкт-Петербурга. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, в четверг, 30 июня, на территории Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременный дождь, гроза, туман. Температура воздуха ночью плюс 15-20, днем 22-27 тепла. Температура морской воды плюс 23. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.